Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня все больше людей уделяют огромное внимание своему здоровью. Мы часто слышим такие слова, как экоферма, экопродукт, экокосметика. И сегодня именно на эту тему мы решили поговорить. Знакомьтесь, это Эрика Сысоева. Эрика у нас занимается таким интересным делом, как натуральная косметика, либо биокосметика. Да? Здравствуйте! Здравствуйте, Дарья. Да, я начала делать натуральную косметику, изучаю эту тему сейчас плотно, и у меня уже есть несколько продуктов, которые я предлагаю моим слушателям в своих каналах. Очень интересно, а с чего вдруг жили себе, дожили, да, и собственно, сегодня это же можно приобрести, да, на прилавках мы часто видим такие наклеечки, да, биопродукт, экопродукт. А почему вы стали заниматься именно такой темой? Ну, вообще тема натуральности, она всегда тонкой линией проходила через мою жизнь, и я эту тему использовала в разных направлениях. Даже в воспитании детей я старалась натуральные средства использовать для лечения, да, нежели прибегать к таблеткам. Кажется, да. И в последние капли, наверное, да, моего выбора стало то, что у меня последние дети, у них была аллергия. Мы начали с замены стирального порошка на эко, и постепенно я углубилась в эту тему, пришла к эфирным маслам, поддерживать здоровье детей, и через эфирные масла я пришла уже к натуральной косметике. Да? Но, может быть, сейчас многие телезрители подумают, что натуральная косметика – это все, что связано с макияжем и так далее, и так далее. Нужно немножечко объяснить, да, что косметика – это не то, про что мы сегодня будем говорить, именно что связано с макияжем. Это же у нас крема, это уходовая. Да, это уходовая косметика, это уход за кожей лица, рук, тела, за волосами. И не секрет, что сегодня в производстве масс-маркета используется огромное количество синтетических продуктов, которые на самом деле не все вредные, но есть те, которые могут вредить и здоровью, и экологии. Поэтому, собственно, вы делаете все из натуральных продуктов. Да, я решила, что мой продукт будет натуральным, безопасным для, как я выше говорила, для людей и для экологии. Потому что очень важно, чтобы продукт, который мы использовали, он не попадал, да, через сточные воды обратно к нам на стол. Да, это получается натуральная косметика, да, и в составе этих продуктов тоже могут быть продукты переработанные, в какой-то части могут быть синтетическими, но они могут не вредить как людям, так и экологии. Но в рамках нашего проекта мы вам покажем, мы часто проводим различные мастер-классы, да, делимся полезной информацией, чтобы наш зритель все-таки, возможно, мог повторить это дома, либо хотя бы задуматься на ту или иную тему, да. И сегодня что мы покажем нашему зрителю, что мы сегодня будем делать? Я сегодня хочу предложить сделать скраб из подручных средств, то есть из того, что у нас есть дома, ничего дополнительно не приобретая, то, что у нас на кухне есть, взять, использовать и таким образом ухаживать за своим телом. То есть не обязательно быть химиком, да, либо биологом, чтобы сделать какие-то различные формулы и все это дело потом на себя-то любимое, да, можно сделать и подручных средств. Да, и здесь я бы хотела провести параллель. Очень важный момент, то, что когда мы говорим натуральная косметика, очень часто люди подразумевают бабушкины рецепты, да, это круглые огурчики под глаза, там какие-то масочки, но это тоже на самом деле все работает, да. Но сегодня натуральная косметика, она шагнула вперед, то есть в домашних лабораториях производятся профессиональные средства. Сейчас у нас такое время, когда мы можем учиться, сейчас появились в доступе компоненты, которые можно приобрести, да, для создания натуральной косметики. И натуральная косметика сегодня, домашняя, которая она сделана, да, она будет также профессиональна,
но в составе она будет более натуральна. Объясню почему. Потому что в масс-маркете есть определенные требования к косметике. Срок годности 3 года. Не любой натуральный продукт это выдержит, да, это быстро портится. И поэтому производитель, он вынужден использовать какие-то синтетические компоненты. В этом плане натуральная косметика, она выигрывает. То есть вы имеете возможность действительно использовать натуральный работающий продукт. Вот, в общем-то, сегодня мы будем делать натуральную косметику, которую можно сделать руками самим. И, конечно же, вы можете задуматься о том, чтобы поискать натуральную косметику, которую производят мини-лаборатории, домашние лаборатории. Ну и, собственно, возможно, хотя бы обращать потом можно будет внимание, да, на те или иные составные, когда вы, допустим, будете приобретать тот или иной крем. Да. Баночку посмотрели, вспомнили наш эфир, и я думаю, какие-то полезные советы сегодня останутся вот, у многих наших телезрителей и будут применяться в деле, да? Итак, ну давайте начнем уже. Да, раз вы напомнили про состав, да, наверняка зритель возразит, да, он скажет, это очень мелко написано, и там много разных непонятных слов, да, и действительно мир компонентов, он очень широкий, там тысячи компонентов, и всего упомнить невозможно. Но так как мы живем в век высоких технологий, есть приложения, в которых можно, наводя на штрих-код или на состав, вы можете оценить, насколько безопасен этот продукт. Ну, будем приступать, да? Давайте. Ну, мы обязательно берем весы, хотя, возможно, если у вас нет на кухне весов, то вы можете ориентироваться по объему. Значит, я задумала, что наш скраб, он будет выполнять функции очищающей, да, мягкой пены, она будет полировать кожу и подготовит ее для нанесения молочка или лосьона, баттера, да, питания. И, допустим, если очень сухая кожа, да, и вы можете использовать сухое молоко. Я тут подготовила детское питание. Почему я выбрала детское питание? Потому что обычно в детское питание добавляют дополнительные, да, кислоты, которые будут ухаживать за вашей кожей. То есть детское питание – это хорошо? Да, детское питание. Для нас, да? Да, вы можете его использовать, чтобы, да, не пересушивать свою кожу и ухаживать за ней. Моющим компонентом у нас будет, да, вот эту баночку, у нас будет выступать обычное мыло. Мы ее натираем на терке, я вот предварительно ее натерла, да, видите, маленькая стружечка. Какое сразу возникает? Значит, мыло можно взять любое уходовое, да, банное мыло, которое вы предпочитаете, которое не будет пересушивать вашу кожу, да, с какими-то, возможно, добавками уходовыми, и по аромату, чтобы она вас тоже радовала, да? Да, радовала. Ну, допустим, детское мыло. Да, пожалуйста, вы можете взять детское мыло. Если у вас кожа нежная и она достаточно быстро разряжается, вы можете снизить количество мыла в нашей смеси, да, и снижать его до 5%, до 5 граммов. Я сейчас буду вводить 15 граммов нашей стружки мыльной, и он у нас будет выполнять функцию пенящегося моющего средства. Простое мыло, которое мы заранее натерли на терочку. Хорошо. 15 грамм. Да, 15 грамм. Далее мы с вами насыпаем наше сухое молоко детское, 20 граммов. Интересно. Да, и молоко поможет увлажнить кожу. Далее мы будем использовать 2 вида эксфолианта, да, то есть это маленькие крупицы, которые будут полировать нашу кожу, убирать роговевший слой. И мы возьмем несколько видов более мелкой фракции, да, и крупной. Значит, мелкой фракции я подготовила крахмал. Обычный крахмал кукурузный, но вы можете любой взять, картофельный. Также можно взять, опять же, детские смеси крупяные, да, мелкие, там, гречневая. Либо намолоть овсянку в блендере, либо взять пудра какао, либо взять какую-то, ну, вот, корицу ту же, да, то есть это должна быть мелкая фракция. Мы добавляем тоже 20 граммов.
И следующий эксфолиант у нас, вот эту баночку подайте, пожалуйста. Я подготовила, это скорлупа орехов, которую я предварительно смолола. Скорлупа ореха какого? Фундука, ну, вот лесного ореха в моем случае, да. Но можно взять пудру миндаля, можно взять всем знакомый кофе, да, но кофе лучше взять не использованный, да, а свежий. Вы это измельчаете, Река, на блендере, да? Да, либо на кофемолке, либо в блендере, да, измельчить. И я вот сделала такой вариант, да, ну такой. Обычно скорлупки, они выбрасываются, да, но сейчас на любой кухне есть гаджеты, да, которыми можно пользоваться и применять. Так сказать, второе дыхание дать этому продукту, да? И, ну, это действительно экопродукт, да, не будет экологии, да? Да. То есть, давайте я повторюсь, это могут быть семена, можно взять семена мака, семена льна, они будут мягко, да, очищать. И кокосовую стружку можно взять. То есть на вашу фантазию, то, что вам покажется, что это будет работать, мы добавляем тоже 20 граммов. То есть мыльная основа у нас получается 15, остальное 20. И последний эксфолиант я предлагаю добавить сахар. Он знаком, думаю, нашим зрителям, потому что сахар часто используют как эксфолиант, но он будет быстро таять на коже, но опять же давать хорошее скрабирование. Ну вот, у нас получилась смесь, которую мы перемешиваем аккуратненько. У меня тут полная получилась чаша. Мы ее аккуратно перемешиваем. И вот в таком виде мы ее будем хранить. Да, в сухом виде мы ее храним. Если ваша баночка плотно закрывается, то вы можете ее оставить в душевой, ванной комнате. Но если у вас есть причина сомневаться, потому что в ванной всегда есть влажность, да, лучше убрать его в более сухое место, потому что если попадет сюда влага, то она очень быстро зацветет. Итак, у нас есть такая смесь. Визуально она тоже симпатичная. И как же мы будем его использовать? Да, сразу возникает вопрос. Сделать-то это сделали, а вот далее какой процесс будет происходить, да? Да. Далее. Перед применением мы берем чашечку и отсыпаем количество, которое планируем использовать. И добавляем любое масло. Любое жидкое масло, которое у вас есть на кухне. И густоту нашего средства вы выбираете сами. То есть он может быть масла, да? Да, достаточно густым. Какую функцию у нас выполняет здесь масло? Да? Оно помогает уберечь кожу от раздражения, от павов, от скрабирующих элементов. И благодаря тому, что у нас есть поверхностно-активное вещество, это наше мыло, да, оно будет смываться без жирного следа, и у вас будет чистая, отполированная кожа. Сюда вот, посмотрите, какая у меня получилась густота. Сюда вы можете добавить эфирное масло по выбору, да, это может быть цитрусовые, если вы делаете процедуру с утра, чтобы взбодриться, добавить бодрости. Хвойные тоже очень хорошо, они и бодрят, и адаптируют хорошо. Ну, так что. Итак, в принципе, смотрите, дорогие телезрители, как выглядит скраб, да, в домашних условиях. И, значит, мы его наносим на влажную кожу, на лицо, начинаем массировать, да? На тело. На тело лучше, да. Это не для лица. Ну, в зависимости, какая у вас кожа, ну, я бы, конечно, рекомендовала начать с кожи, кожи тела. И если вам покажется, что ваше лицо выдержит такой скраб, то вы можете его использовать. Ну, допустим, на тело, да, значит, влажная кожа, промассировать, чуть-чуть нужно оставлять или сразу смывать надо? По ощущениям нет необходимости оставлять, то есть как бы вы используете как обычный скраб. Вы
отскрабировались и смыли. Если будет возникать вопрос, какое масло использовать, да. Масло мы используем любое, которое у вас есть на кухне. Это может быть кокосовое масло, это оливковое масло может быть, да. Но если у вас нет этих масел, но есть подсолнечное масло, да, для жарки, то пойдет и оно. Даже так, да? Да, потому что это смываемый продукт, в нем ценности нету, его главная функция защитить вашу кожу на данный момент. А более хорошие, скажем так, масла, да, богатые масла мы будем использовать для того, чтобы сделать баттер для тела. Хорошо, но это уже другая история немножечко, да? Вот у вас стоят баночки про арома масла, да, вот вы сказали о том, что можно цитрусы, можно хвойные, да, а вот если говорить все-таки, это все-таки косметика, да, и бывают люди, те, у которых бывают аллергийники, да, а вот как, может быть, протестить сначала, вызовет ли этот скраб у тебя аллергическую реакцию? Вот этот скраб, Да. он не вызовет аллергию. А эфирные масла, это да, это надо тестировать на сгибе локтя. И вообще с эфирными маслами история довольно-таки серьезная. Да? Я вообще вот с эфирных масел начала с 2018 года. Я с ними познакомилась и начала эту историю изучать. Вот те масла, которые у нас продаются в аптеке, это, конечно, не эфирные масла, потому что на рынке под эфирными маслами 97% сырья продается, а настоящих эфирных масел всего 3%. Да, поэтому вот те свойства, которые приписывают лаванде, цитрусовым, там, лимону, апельсину, это действительно есть такие свойства у эфирных масел, но они соответствуют только настоящим эфирным маслам. Зрителю наверняка эта тема кому-то уже знакома. Сейчас у нас есть на рынке продавцы, которые предлагают более качественную, хорошую продукцию. Поэтому я бы не рекомендовала использовать в уходе синтетические эфирные масла. Это которые? Которые мы покупаем за 100 рублей. Эфирное масло хорошее. Я не случайно выбрала сегодня лимон и кипарис. Да? Почему? Потому что хвойные меньше всего подделываются, да, то есть они более доступны, особенно у нас, вот в Сибири, в России хвойники, они эфирные масла у нас перегоняют, то есть у нас есть возможность купить хвойные эфирные масла качественные, и цитрусовые тоже, в принципе, их можно найти. Ну и, конечно, ориентироваться по цене. Если ваша баночка 15 миллилитров стоит около 1000 рублей, то это ближе к реальности. К реальности. То есть 100 рублей хорошее масло не может стоить? Нет. В лучшем случае это будет просто аромат, который не раздражает, да, вас, вот как вы говорите, в случае с аллергией. А в худшем случае она может действительно какие-то опасения вызывать. Да? Хорошо, Эрика. То есть вот все-таки возвращаясь к теме нашего эфира, да, подобный скраб. Вы рассказали разные вариации, да, Да. Ну, что вот можно, допустим, использовать там и кокосовую стружку, и орехи разные, да, измельчить. В целом, да. А есть ли какие-то противопоказания все-таки, допустим, да, вообще общие, может быть, противопоказания, когда вот и вы используете подобные скрабы в уходе за своим телом? Ну, это какая-то индивидуальная, может быть, непереносимость, но люди, у которых есть непереносимость, допустим, это может быть молочный белок, да, мы использовали, ну, могут кофе тоже, да, достаточно агрессивный эксфолиант. Я, например, избегаю кофе, да, использовать, но в данном случае мы использовали максимально безопасные да. вещи. Эрика, а подобный скраб, вот вы сказали, можно использовать для, на любой части тела, да? А что касаемо, допустим, наших ручек, да? Вот часто мы, девочки, уделяем этому огромное внимание. У нас крем для рук в сумочке, крем для рук на рабочем столе, крем для рук при кроватной тумбочке, да? Этот скраб полезен будет для рук? Да, тема кожи рук очень актуальная сейчас в зиму. Очень много людей жалуются на сухость, на трещины, да. И я предлагаю средства в своей линейке для защиты, для восстановления кожи рук. И здесь есть важный момент. Прежде чем начать пользоваться кремами, какими-то уходовыми, восстанавливающими, баттерами, да, важно сделать пилинг
кожи рук. То есть снять роговевший слой. Казалось бы, да, мы руки моем часто, несколько раз в день, но если вы научитесь это делать регулярно, да, делать пилинг рук, то вы заметите разницу, что кожа рук действительно нуждается в том, что его скрабировать, прежде чем использовать какие-то уходовые средства. Тогда ваши компоненты в креме, ваши уходовые средства, они будут глубже проникать и быстрее пойдет восстановление. То есть, в принципе, вот этот скраб подойдет для наших ручек, да? Да. Ну, здесь важное замечание, да, мы с вами сделали уже готовую смесь, и эту смесь желательно использовать, да, в течение 1-2 дней, если у вас она осталась. Ну, то есть это не для хранения. Хранить мы будем в сухом виде. Ну и, конечно, я бы порекомендовала нашим зрителям поэкспериментировать, да, с этим скрабом, да, поищите то, что будет идеально работать с вашей кожей, да, возможно, скорлупки будет достаточно жестко, но соль даже, да, кому-то нравится соль использовать, или зернышки мака тоже очень красиво смотрится. Вы даже можете сделать такие идеи для подарков, да, упаковать, допустим, в красивое прозрачное стекло, может быть, даже его как-то отделать, да, сейчас в канун праздников, и сделать такие handmade подарки своим близким, подругам. Как идея, да? Да, как идея, потому что действительно у нас будет тогда экопродукт, если вы используете стекло повторно, да, то есть мы уже сберегаем нашу планету от использования лишней пластиковой банки. Ну что, Дарья, может, мы попробуем наш скраб? На себе попробуем, да. Так сказать, да? Значит, надо будет немножко намочить кожу рук, да, и давайте я вам нанесу. И можно уже... И поделимся ощущениями. Да. Ой, вот первое, что ощущаешь, это, конечно, вот этот измельченный орешки, да, наши, скорлупу, да? Прям сразу она. Но она достаточно мягкая, мягкая, да, она мягкая. Но фракцию ты ощущаешь, да? Очень хорошо полирует. И вот есть ощущение того, что защита присутствует, да, за счет масла. И вот такой вот у нас. Ну, то есть не навредишь, да, особо здесь. Вот так массирующими движениями, да, делаем скраб. Так. Ну да, сделай вот так 1 баночку, да, и хотя бы раз в недельку вот посиди вот так, да, его порадуй можно себя, да? с таким же успехом подготовить и взять с собой в баню, если вы любитель бани. Да. И можно и в бане использовать. Вот мы с Эрикой проделали, да, первую процедуру, первую манипуляцию, значит, сделали скраб на левую ручку, ну и действительно ощущения сразу есть. Да, отличительные. Да, и эффект ощущаешь, конечно, передать мы вам, к сожалению, не можем это через камеру, да, но в целом, конечно, скраб есть скраб, да, и когда ты точно знаешь, что он сделан из натуральных продуктов, конечно, ну, это только польза. В любом случае, это только польза. Самое главное, чтобы не было аллергии на какие-то конкретные компоненты. Но, как нам сказала Эрика, в принципе, в этом скрабе нет ничего такого, что может вызвать конкретную аллергию. Поэтому пробуйте, ухаживайте за собой. Если вдруг есть такая возможность сделать вот такой замечательный скраб-баночку, сделайте, храните его и используйте потом, да, для себя, любимой, для своих близких, да. Ну и, как сказала Эрика, это будет таким замечательным подарком. То есть можно много баночек сделать, подарить близким, и это не только подарок, так это еще и пользу принесет. Правильно? Да, ну и потом, мы же девочки, и творческий процесс, он всегда нас обогащает. И мы чувствуем позитивную энергию, которая наполняет, и с этим мы уже идем в мир немножко другими, мы же волшебницы. Мы волшебницы. На этом время нашего эфира подходит к концу. Увидимся совсем скоро. До новых встреч. Спасибо. Всего доброго.